В борьбе с борщевиком нет быстрых решений. Сначала, как на любой войне, нужна разведка. Узнать силы противника, дислокацию, численность на всех фронтах. А потом и составить проект планомерного истребления армии. Для этого и нужна карта. И она уже создана. Кодовое название «Ривр» – распространение инвазивных видов растений. Создана по определенным международным стандартам. Подробно описаны эти данные, и вот там 10 тысяч мест обитания в Республике Коми мы уже опубликовали в виде статьи в международном журнале и в виде записей в глобальной базе данных по биологическому разнообразию. Собрать полную базу данных без волонтеров невозможно, поэтому карту поместили в интернет-пространство. Но долгое время о ней никто не знал, пока одна неравнодушная москвичка не обратилась к нашим ученым с вопросом, чем помочь. После чего написала короткую статью в своем фейсбуке о необходимости ставить точки на карте произрастания борщевика. Для меня самой было неожиданностью, что она оказалась очень популярной и востребованной. Что таких людей, которым не безразлична эта тема зарастания борщевиком окружающих территорий, их много, и они готовы помогать, готовы действовать, но им надо просто предложить какие-то инструменты простые. Потому что как-то вникать сильно, серьезно, как это делаю я, готов не каждый, а сделать чуть-чуть, немножко, готовы очень много людей. Пока интернет-карта экспансии монстра требует много усилий, обработка фото, загрузка данных, но с помощью тех же добровольцев, а их уже не одна сотня, ученые планируют методом краудфандинга собрать средства на разработку мобильного приложения. Нужно около 200 тысяч, после чего останется нажать кнопку телефона, и на карте станет точкой больше. Еще одна неприятельская база раскрыта. Сейчас основная масса точек на карте дислокации зеленых войск совпадает с тем, что известно из литературы. Европейская часть России вплоть до Кавказа, Украина, граница с Польшей, Латвия, Литва. В Венгрию борщевик завозили как декоративную пальму. Дальний Восток. Здесь работы по внедрению борщевика сосновского тоже велись. Но полной современной картины распространения сорняка-гиганта до сих пор не было. Именно такие данные сейчас востребованы в фундаментальной науке всего мира. В 10 районах Коми вредная культура хозяйничает повсеместно. Зараза дошла и до Ухты, Вуктыла, а монстры-одиночки замечены даже в Инте. Начинать противостояние нужно именно с населенных пунктов. Для примера биологи разработали план-карту борьбы для села Летка Прилузского района. И даже просчитали, для одновременного истребления понадобится 600 миллионов рублей. Одним цветом обозначена территория, на которых с борщевиком бороться можно с помощью сельскохозяйственной техники. Это наиболее, недорого-дешевый метод, и он достаточно эффективный, при этом он безопасный совершенно для окружающей среды. Красным обозначены участки, которые неудобны для работы сельскохозяйственной техники, их можно уничтожить с помощью гербицидов. Первыми очистке подлежат центральные объекты села, территория детских и административных учреждений, главные дороги. Важно призвать к оружию и население, и естественных монополистов, дорожников, лесников, энергетиков, а также определить собственников или арендаторов оставшихся земель, чтобы каждый на своем участке начал искоренять врага, согласно намеченному плану. Мы его частично, пошагово используем, именно как? Купили гербициды, название «Агрокиллер». И в ближайшее время будем поливать 2 участка. Участок, где мы уже скосили, и участок, где еще вообще к борщевику не подходили. И на следующий год будет результат. И еще один важный момент. Просто уничтожить мало. Освобожденные земли необходимо срочно заселить новыми культурами. Иначе работа и деньги на ветер. Большинство земель, разработанных в советское время в Коми, не востребованы сегодня, а потому и хозяйничает борщевик. Конечно, начинать работу надо с этой карты засоренности полей составления. К сожалению, в администрациях еще нет четкого представления, какая у них площадь загрязнена борщевиком, заросла борщевиком. И вследствие этого даже они не могут оценить объемы работ, которые им бы надо провести. Прогнать чудовище – миссия непростая, но выполнимая. Главное – действовать слаженно и согласно научно разработанной стратегии. Ольга Коняева, Павел Фетисов, телеканал Юрган.